Одна из главных проблем для Галского района остается проблема водоснабжения. И вот 11 октября очередная авария произошла на водоводе, и без воды на несколько дней остался целый район, и периодически такие аварии происходят. Как решается проблема водоснабжения? Об этом будем подробно говорить с главой Галского района Константином Пилия. Константин Эдуардович с нами на связи по телефону. Здравствуйте. Да, добрый день, Алла. Добрый день, радиослушатели. Константин Эдуардович, главная проблема Галского района остается проблема водоснабжения. Вот очередная крупная авария происходит, несколько дней, целый район без воды. И вот, как обещают коммунальщики, сегодня будет восстановлено водоснабжение, но проблема все-таки сохраняется, потому что коммуникации уже старые, и не исключено, что в ближайшие дни может опять какая-то авария произойти. Как решается этот вопрос? Да, Алла, действительно, вода – это все стратегический ресурс, и мы обязаны подавать людям воду. Мы все это понимаем на сегодняшний день, и тоже вчера, и сегодня просто вообще без перерыва ребята работают. Там получилось, что обрыв в таком напряженном месте, там конструкция так устроена, что вода сначала опускается вниз в ущелье, набирает давление, и вот в этом самом низком положении и был прорыв один, а втором на старом месте, вот который ремонтировали. Сегодня с утра опять все там. Я думаю, сегодня, по моим расчетам, часам к 5 уже воду подадим. Все это временные меры, нам надо продержаться полгода. Правительство обещает оказать содействие такое глобальное по замене вообще всей сети. Сеть 65-го или 68-го года. Практически полный износ, и вот как-то их латаем, дабы не оставить людей без воды. Вот эти работы проводим на данный момент. А какой объем средств нужен для того, чтобы вообще такой капитальный ремонт водопроводов? Да, капитальный ремонт по замене вообще всей подающей сети, 12 километров, 2 параллельные трубы, уже понимаете, объем, это рельеф, это я даже сейчас будет УКС заниматься его проектировкой. Там сотни миллионов рублей пойдут на замену. Будем проситься и просимся в инвестпрограмму, по которой мне премьер пообещал, что поможет, окажут содействие, и по инвестиционной программе содействия. Вот будем проситься в эту программу, и только так мы сможем ее заменить своими средствами республики. Это практически невозможно. Сейчас республика нам помогает вот это локально победить ситуацию, как говорится. Мы там свои средства изыскиваем внутренние. Вот как-то сейчас эта работа ведется. Но нужно заменять всю сеть. Я понимаю, что бы ты в районе не делал, это я говорю о себе, все это ничто, когда люди не обеспечены водой, самым основным светом и водой. И потому сейчас весь удар мы делаем именно на подачу воды, на бесперебойную подачу воды. Как обещают власти включить в инвестпрограмму, а вот как быстро вообще, как вы думаете, это может начаться? Прям с начала Нового года возможно ли это? На программу 2026 года, конечно, начало года, мы все это понимаем, где-то в середине 2026 года, надеемся, будет открыто финансирование. Сейчас, чтобы представить вообще масштаб этой проблемы, сколько человек, количество населения, которое остается без воды? Сколько сейчас в Галском районе примерно проживает? Это единственный водовод, который подает воду в Гальский район, другой подачи нету. Но есть еще, конечно, скважины небольшие в разных местах, есть колодцы, вот сейчас пользуемся со скважинами, в военных базах, там, таких стратегических ресурсах, в отделах и объектах есть скважины, конечно, резервные. Вот со скважин, там дебет небольшой. В прошлый раз и пограничники помогали, и больницы давали воду. Так вот как-то выходим из положения. Но все это не то. У людей в частных дворах, домах есть колодцы кое-где. Но все это не питьевая вода. Конечно, ее надо все кипятить, проверять. Вот такие вот сложности в районе. Но все-таки пока ремонт не начнется, вот такой серьезный, глобальный, нужно дождаться этого, и в этот промежуток тоже как-то надо подумать о том, как выходить из ситуации, если вдруг очередная авария произойдет. Именно так. Вы знаете, что вот это вот водовод, мы его ремонтируем
Ну, чтобы в неделю один раз не было прорыва, такого не было. В неделю раз, бывает 2 раза в неделю обязательно где-то прорвет, то так небольшие. И мы как-то своими силами всегда это латали. Но это такие глобальные срывы центрального, это маленькие прорывы, маленькие там дыры, то все мы латаем постоянно. Водоканал Гальский постоянно в таком в режиме оперативном. Но тут уже сетевые какие крупные проблемы. Там оползень, там сошла дорога, сошел сель, там надо проводить взрывные работы. И вот на следующей неделе, скорее всего, уже будут проводиться взрывные работы, выкладываться дорога. Там и не подойдешь к головному водозабору. Вот в чем еще и проблема. Там и не подойти. В прошлый раз на веревках, как скалолазы, как альпинисты, вот так во вход на плечах, на себе. Ребята несли туда и генераторы, и сварочные аппараты, и инструменты, вот там как-то, чтобы залепить, как говорится. Все это временные меры, и нам необходимо вот такие глобальные инвестиции в водонапорную сеть. Ну, а может быть, изменить, что ли, скважины в другом месте сделать? Вот Сухум, часть районов тоже сталкивается с тем, что где-то скважины дают меньше воды, и будут новые бурить скважины. Да, Сухум вообще другая схема подачи воды. Сухум всех питается скважин. И это скважины такого промышленного масштаба, где большая подача. Я говорю о небольших скважинах, где диаметром трубы там 70 миллиметров, 7 сантиметров, где-то сотка труба. Это локальный, местечково для определенного объекта. С этих скважин подавать воду куда-то покрупнее. Это на сам объект для себя, небольшая скважина с маленьким дебитом. Это вот такие дела. Обеспечивать город невозможно. В общем, остается надежда на то, что глобальный ремонт все-таки в рамках инвестпрограммы в следующем году начнется. Обязательно, Нала. Это приоритет номер 1. Объекты жизнеобеспечения, вы сказали, сейчас в условиях вот этой аварии обеспечиваются с трудом, и военные базы тоже помогают. В случае следующей аварии как-то подстраховаться, не знаю, какие-то, может быть, баки большие поставить, об этом, может быть, думали? Какого объема должны быть баки? Это вот, например, 60-тонный бак, например, железнодорожный вагонный бак. Это буквально 10 минут и нету. Понимаете? Это большой объем воды, такой объем воды не напастись. Конечно, система водоснабжения в Гальском районе была вообще по-другому. Да, было каждое село имело вышки, водонапорные башни, в которые закачивалась вода. В итоге сейчас остов от этих башен остались, но и сети между ними вообще нет. И сейчас практически даже когда, вот, скажем, воду подадим стабильно, у нас только 2 села частично, город и 2 ближайших села частично обеспечивают водой. Все остальные, вот из 18 сел, вот 16 сел, сети водопроводные туда нет вообще. То есть это ветхость коммуникаций? Это ветхость коммуникации, да, конечно. Там вообще ни одной сети не осталось. Вот эти башни стоят, такие все их. А чтобы вообще всю сеть сделать по всему району, я даже не представляю себе, о каких суммах идет речь. Ну, постепенно будет все поделаться. С каждым годом будет добавляться. Если мы наладим саму сеть, каждым годом будем и село добавлять. Будем потихоньку идти. Но сейчас главное в общую подачу в район обеспечить. Сейчас это приоритет. А остальном о том будем потом думать. А села как выживают в этих условиях? Как добывают воду? Как я и сказал, у колодца частные дома, в основном колодцы у каждого практически. Между многоквартирные дома только в городе и в селе Гуда-Хоч, бывшая Приморская. Ну, там 42 семьи живет, там тоже небольшая скважина. Она на этаже не поднимается, но внизу берут люди. Там вообще 42 семьи всего в селе. Там такое пустое село. Если вы помните, я когда там предлагал проект даже какой-то туристической зоны, но был раскритикован на тот момент. Потому вы, если бы, знаете, где-то чем-то надо привлекать людей. Когда тогда инфраструктура налаживается, автоматически люди, инвесторы вкладывают. Ну, пока это проект еще далеко. Сейчас надо глобально обеспечить подачу в район.
А дальше уже будем думать, как его распределить. Ну и проект в рамках инвестпрограммы, как я поняла, он касается только города и нескольких, 2 сел, как вы сказали, Да, он будет близлежащих. касаться только подачи вообще, чтобы вода пришла нам до района. Он будет этого касаться. Частично, Чтобы, в по крайней общем-то, мере, решает получить. проблему Да. тоже. Да, мы заменяем сеть в городе по улице Московской своими силами республики. Тоже мы меняем сетевую трубу 200-ку по всей улице Московской. Вот заодно вот это все сейчас воду обеспечим, будем запитывать. Будем понимать, что сейчас города уже у нас стабильно, без протечек. А так протечек очень много, конечно. В общем-то, остается надежда, да, что в следующем году все-таки вот этой глобальной проблемы в вашем районе не будет. Это будет приоритетом номер 1. Да, я повторюсь, это будет самое важное, что сейчас необходимо сделать. Все остальное по красоте, по городу, по обеспечиванию там какими-то там развлекательными, там, это все на потом. Главный приоритет – это, конечно, вода. Ну, город готовится к празднованию Дня города, да, уже в эту пятницу вы к нему готовитесь. Расскажите, что интересно, вот все-таки людям нужно, да, поднять настроение, и такая серьезная у них проблема, конечно, ну, хоть что-то яркое, приятное. Конечно. Да, именно так. День города учрежден уже давно. И мы пытаемся, вот сегодня, если воду дадут, мы за ночь успеем, люди приготовятся, и все. Ну, будет по процедуре такое, будет возложение, будет поздравление, будет отмечено работы, особенно тех ребят, которые вот там и днем, и ночью бьются за воду, коллективу управления городского хозяйства, водоканала, подготовлены благодарственные письма всем, кто за год отметился в работе, это работники администрации, здравоохранения, образования, УВД. И те люди, которые вот год именно провели вот так с честью, достоинством и ответственно. Вот такие будут процедуры. Потом, конечно, будет праздник. И все 19 школ, все 18 сел, все будут, у каждого будет закреплен стол, и будут все в свои явства, все самое вкусненькое, как говорится, все будет вынесено, установлено в парке. Приглашены много гостей, потом будем всех угощать, и, надеюсь, все будет хорошо. Праздник, Погода несмотря ни на бы. что, праздник будет, это главное. А сейчас пора сбора урожая. Вообще в этом году какая обстановка в районе? И вообще раннее похолодание, как-то это отразилось, может быть, на сборе урожая, может, на созревании? Да, отняло, конечно, неделю на сбор. Тут погода забрала, как говорится. Ну, в общем, урожай хороший, были проведены меры по борьбе с мраморным клопом. Кстати, вот я замечаю, что у нас в районе его поменьше, как бы, и вообще в Абхазии поменьше. Как вот я смотришь, да, СМИ там прямо заселено вот этим мраморным клопом. У нас ситуация немножко лучше, потому что мы, наверное, экстренные, Минсельхоз давал нам все фунгициды, пестициды, все мы раздавали людям, селам, главам под ответственное, да, там раздачу. Эти работы все проводили под надзором Министерства сельского хозяйства. И у нас урожай в этом году хороший, люди собирают, оказываем содействие на вывоз. Ну, где в какую сторону, как говорится, кто хочет, лишь бы у меня сельчанин и крестьянин, чтобы он заработал деньги, на котором он год работает. Но урожаи хорошие. По объемам и по видам сейчас какие виды? Сейчас в основном орех. Сейчас в основном орех-фундук, сейчас сезон ореха-фундука, потом будет цитрусовый и так далее, и далее, все по сезонности. Но хурмы не так много, по-моему, в Галском районе. Основная продукция – это орех. Это орех и цитрусовые, да, конечно же. Ну, не считая те частники, которые делаются. Там кто-то, ну-ка, по голубике вы знаете, да, там все остальное вы знаете, да. В основном в таком масштабе, в 1000 тоннах, это, конечно, орех и мандарины. А вот какое-то производство, может быть, небольшие объекты, которые там переработкой занимаются. Есть ли какие-то... Конечно. Вот была же тема по представлению. Ну, было как проект был. Приезжали в район, обсуждали, чтобы весь орех шел не на вывоз в таком виде, вот как орех-фундук, да, в скорлупе, а именно отдавался именно всем производителям, и для того, чтобы его там колоть, пакетировать и все. Но это не нашло понимания, в частности говоря, я тоже был против, потому что это занижает цену, когда человек не может продать туда, куда хочет, а
должен продать в определенное место, это, конечно, влияет на цену. Я тоже свое мнение высказал, был услышан. Этот проект пока отменили. Сейчас люди, если переработчики ореха предлагают нормальную сумму, да, устраивающую крестьянина, он, конечно, сдаст им. Если мало оплачивает, конечно, он будет стараться его вывести и продать подороже. Это логично, это и правильно. На сей счет я говорил производителям, давайте поднимайте цену, конечно же, предлагайте людям ту цену, за которую им будет, по крайней мере, не накладно, да, там, отдавать это вам. Сделайте так, и тогда все будет ровно. Пока идем так. Кстати, на внутреннем рынке розничная торговля фундуком, она достаточно популярна, и небольшие объемы фундука, запакованные красиво, они сейчас на прилавках вообще в каждом магазине люди охотно покупают. И вот такую нишу они все-таки нашли и занимают. Мне кажется, это вот такая интересная форма подачи. Очень хорошая, но она не в большом объеме. Переработать эти десятки тысяч тонн в такую продукцию невозможно. Частично идет так, частично идет на то, что вы сказали, уже на готовую продукцию. Но это объем не такой огромный, чтобы освоить весь урожай. А что касается цитрусовых, экспортировать тоже не так просто. Это должны быть отборные плоды, а вот, допустим, не калибр, да, когда говорят, допустим, плоды маленькие, не очень красивые. Все-таки промышленное производство хоть в каком-то объеме, если было бы интересно и для местного населения, и для экономики. Вы владеете ситуацией, да, у нас 2 года назад и год назад половина урожая, чуть меньше половины, можно сказать, остался на деревьях. Это не кондиционный товар. Я бы говорил, что не делать так. Соберите все, откалибруйте. То, что имеет товарный вид, товарный размер, да, вы его продадите, понятно. А вот маленький будем предлагать на соки, джемы. Проекты есть, люди прорабатывают, обращались несколько раз, пока мы еще в эту сторону еще не двинулись. Проекты по тому, как перерабатывать некондиционный, этот малоразмерный мандарин, проекты есть. Обсуждается, делать из него, из цедры делать пудру, есть уже такой опытный образец, уже делали, он идет и на кондитерские вещи, там еще на что-то. Эти проекты есть, и уже проработки есть. Но начало мы еще не приступили, люди еще не приступили вот такому прям большому производству по переработке некондиционных размеров. А так вкусовые у них одинаковые, что мелкие, что крупные, они по вкусам одинаковые, по качеству одинаковые. Но вот так вот получается, что пока вывозится только калиброванный хороший мандарин на прилавке. Потому что конкуренцию на российском рынке, например, тоже надо выдерживать, а там из разных стран завозят цитрусовые, поэтому, конечно, покупатель хочет отборный товар. Да. Да. Но вот новость о том, что программа развития сельского хозяйства, объем ее финансирования будет увеличен до 500 миллионов рублей, она появилась. Детали пока неизвестны, но это такой обнадеживающий сигнал о том, что, возможно, для реализации интересных проектов, вот как раз про которые вы говорите, будет возможность. Как вы вообще отреагировали на это? Да, Минсельхоз этой программы очень помогает люди. Я, конечно, тоже читаю соцсети, вижу и критику, и все, но все это совершенно не так. Это реально работа, реально помогает. Минсельхоз на руки никому деньгами не дает. Есть проект, утвержденные проекты со всеми раскладками. Только в этом случае комиссия при Минсельхозе рассматривает то или иное направление, касающееся животноводства, растениеводства. Там, например, даже оградить участок колючей проволокой. Вот всем Минсельхоз помогает. Небольшой, малой техникой Минсельхоз помогает. И это работает. Я вижу, как задействованы люди. Проедешься по селам, проедешься везде, все работают, все чем-то заняты. И вот эта малая помощь, она дает большой эффект, она открывает надежду, она дает первые этапы работы, а потом все накладывается, если он расширяет свое производство, и мы видим, что он действительно работает. После финансирования, кстати, Минсельхоза, ежегодно мы в конце года делаем наше управление сельского хозяйства в Прикальском районе, делает объезд, составляет акты, кто как освоил, кто что сделал, кто на каком этапе. И практически всем, кому было выдано, они один так просто говорили, вот дают технику, а потом ее продают, она оказывается в магазине. Никакая это неправда. Никак она в магазине оказаться не может, потому что мы ежегодно проверяем, что освоено, чем занимаются люди, где техника. Это очень помогает. Даже одному человеку в селе дашь,
это вокруг 2-3 семьи пользуются этой техникой, все другу помогают. Это дает очень хороший эффект, а то, что увеличится финансирование Минсхоза, это большой плюс. Это даст еще более. Мы даже так и должны быть. Мы и сельхозстрана, и аграрная должна быть, и туристическая. Это все как раз в унисон в общей программе. И особенно Галский район. Я вот давно там не была, но несколько лет назад, когда побывала, я удивилась, что там практически в каждом хозяйстве есть кусочек с кукурузным, да, таким полем, небольшим хотя бы, но кукурузу там пока еще выращивают. В отличие от остальных районов Абхазии, там где-то вообще Гагарский район, это полностью уже туристический стал. В Гудаутском районе где-то, тоже совсем мало можно эти кукурузные небольшие поля увидеть. Но вот в Галском районе я помню, что меня это очень впечатлило. Продолжают выращивать кукурузу. Да, конечно. У нас база МТС при Минсельхозе. Кстати, сейчас не в обиду другим, но скажу о нашей базе. Она полностью укомплектована. Все там 11 единиц сельхозтехники, плюс трактор, плюс все выходит в поля. Ни одна техника не стоит. Вот как было получено много лет назад, государство выделило средства и обеспечило МТС всей техникой, сельхозтехникой. Вся техника на ходу. Я редко где это увидишь. Вот в сезон пахоты заезжаешь на базу, ничего не стоит, ничего не сломано, там что-то какой-то неисправностями стоит, это не работает, та не работает. Нет, вся к сезону подготавливается, и все выходят в поля. За что им, честь и хвала. Люди работают. Константин Эдуардович, немного времени до конца беседы мне бы хотелось подытожить и немножко, конечно, с прицелом на будущее поговорить вот о планах на этот год, об объеме, может быть, урожая, на который вы рассчитываете. Вы знаете, в сферу администрации не только там войдет получение урожая, там получение этого, это одно из. В сферу администрации вообще большой очень объем входит, и так с определенными вещами как бы следить, такой цели нет. Есть общая, чтобы общая составляющая была в районе. Я смотрю на доходную часть, на расходную, сколько увеличилось индивидуальных предпринимателей ежегодно, какой рост ИП, ООО. Если оно все растет, значит, экономика растет. Это главный показатель. И как администратору, как ответственному, главная цель, чтобы все направления соразмерно развивались. Вот если это получается, значит, экономика в районе будет расти. Если нет, кстати, вот этот проект, я сегодня проговариваю про большой проект детского молодежного образовательного лагеря, который был презентован в Москве, сейчас мне скидывают информацию, что высшее руководство в России тоже рассматривается этот проект. Я сейчас не буду имена называть, как говорится. И у меня такое чувство, что я вообще большие, огромные проекты мало верю, но тут очень похоже, что будет работа. Если еще и это будет, это, конечно, за собой потянет и еще там ближайшие села, людей, это будут рабочие места, это налоги. Во всем мире, как Казахстан смотрел, 300 тысяч иностранных инвесторов, 300 тысяч крупных иностранных инвесторов вкладывается в Казахстан, все борются за инвестора. Конечно, надо поставить такие условия, что это было в первую очередь выгодно стране, само собой. С разных точек зрения, не только с финансовой стороны, и потому что вот инвестирование – это вообще отдельный разговор, там есть, естественно, и плюсы, и серьезные плюсы, но есть и определенные риски, о которых тоже нужно говорить, и все это взвешивать. Перегибы допускать неуместно и нельзя, потому что касается людей, народа, это все нужно, каждому индивидуально надо подходить. Кстати, я вас приглашаю в ваш коллектив на День города, и будем очень рады вас встретить. Если вы найдете времени и будете завтра в районе, мы вас будем там приятно удивлять. Спасибо, Константин Эдуардович, большое. Обязательно передам нашей редакции ваше приглашение. Но вот по экономике я по вашему оптимизму вижу, что есть основания полагать, что показатели по различным сферам, они дадут хороший результат, и мы обязательно подведем итоги уже ближе к концу года. И поговорим обязательно о бюджете следующего года. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Напомню нашим слушателям, это был глава Галского района Константин Пиля. Мы говорили о том, как решается вопрос
проблема водоснабжения Галского района и какие надежды на то, что в следующем году этот вопрос будет решен за счет инвестиционной программы.